Жизнь каждого человека складывается по определенному сценарию, и все не просто так. Мне вот интересно понять, ваш путь, творческий путь, с чего он начинался? Кто прививал вам любовь к искусству? Были ли в вашей семье люди, которые непосредственно были связаны с различными видами искусства? Как все начиналось? Помните ли первые шаги? Вы знаете, вот я помню, мы жили здесь недалеко, и вот маленькая была, и всегда все спали, а я там рисовала или читала. Маленькая была. И все время рисовала. Оказывается, в Москве потом там родственники, оказывается, двоюродный брат и сестра тоже занимались рисованием. И вот постепенно и в школе, и так вот как бы почему-то сопутствовало все время это рисование и чтение. Я очень любила читать. Поэтому я еще филологически закончила. Да, там еще много кое-чего расскажу. Вот. И вот постепенно после школы я на подготовительных курсах здесь была. Потом работала керамический комбинат у нас был, где новый район. И там тоже мы какие-то вещи делали, расписывали. Вот так. И это переросло уже в серьезную вещь, в керамику. Я иногда думаю, ну это очень тяжелая профессия керамика. Тем более я делала на заводе в Конаково. Это Калининская область. Представляете, туда ездить и перевозить завод глины, глазури, печи, обжиг, росписи. Особенно я работала в области майолика. Это поливы, разные цвета, они переходят один цвет в другой. Это как акварель, знаете, вот так все. Вот кое-какие вещи покажу. Очень интересно. И настолько было интересно, что я уже не могла от этого оторваться. И 20 лет периодически брала командировки и ездила туда делать эти вещи. Потом я еще в Тбилиси ездила до войны на комбинат. Мцхета делала на комбинате тоже. Эти вазы все реализованы. То в ЗАГСе, то Дом композиторов. Еще на даче Гречка у меня много есть. И литературная газета Хинба Валентин Михайлович там работал. И там у него 3 раза оформляла заказы. То есть жизнь была полноценная, знаете. Я не знаю, вокруг меня все это так крутилось, так здорово было. И я это любила. Поэтому, знаете, и такая физически вроде я не сильная, но это все, как бы я могла все это организовать и все сделать и привести. Выставки постоянно. И в Италии у нас выставка, и в Москве 3 раза была, и в Питере была, в Краснодаре была, в Сочи были выставки послевоенные. Вот. А до войны всегда и персональные. 4 персональные выставки были у меня. Очень интересные, насыщенные такие. Вы вот называли города, страны, где приходилось работать. Мне вот интересно, а здесь на месте не было таких условий тогда? Или не так это было развито? Знаете, вот сейчас, вот одна ваза, видите, вот там кувшинчиками. Это было сделано, здесь завод был, небольшой такой цех был. Но того масштаба, там же завод более 5000 человек, на этот завод вагоны заходили, глина, глазури, вот как у меня сделано все это. Там большой масштаб и А это из этой глины я не очень люблю. Наши ребята делали вот эти кувшинчики для вина, какие-то кофеварочки делают. Это ремесло, понимаете? А когда ты делаешь вот такие вещи из своей головы, потом все это производишь в материале, это интересно получается. Так что вот такая жизнь посвящена вот этой глине. И глазурь, вот видите, вот 2 вазочки стоят, и вот они, как сметана. То есть знаешь ты роспись ее, ты расписываешь, потом ставишь на обжиг, они растекаются, и уже как глазурованные получается. В училище сразу на 2-й курс взяли по моим работам, по акварелям, там показала, и сразу на 2-й курс. То есть здесь какую-то определенную школу вы уже прошли к этому Да, моменту, как я была понимаю? в Москве на подготовительных курсах. Именно там я подготовительная полгода была. Специально вот особенно акварели. Вот акварель хорошо получалась. Вот. А художественной школы, каких-то Да, там перед уроков? этим была в школа, Табукашвили у нас был там, все, а потом в Москве была, а потом поступила, сразу взяли по моим работам, взяли на 2-й курс. Но я посчитала, что училище это недостаточно, я с отличием его закончила. Вот. Акварель была, это все бегали, тренировались, как я делала. Даже
наша Зоя Квашина всегда говорила: Людмила работает как мужчина акварели. Было у меня одна акварель в Америке закуплена даже. А потом я посчитала, что этого недостаточно. И я литературу, я вечернюю, вот поступила в филологический. Днем в училище, вечером на филологический и заочно Народный университет искусств еще в Москве. Вот, у меня три диплома. Ну, И параллельно вы фактически все вместе. учились. Вот утром в училище, вечером в институт и заочно. Работы готовила, посылала. И знаете, вот такая бурная жизнь была. Вот. А потом, после, когда я все закончила, ну, такая мода была. Университет марксизма-ленинизма, отделение научного коммунизма. Но знаете, я хочу сказать, это здорово. Вот в политику обожаю тоже. Немножко что-то понимаю. И для общего знания, для того, чтобы мозги работали, это неплохо знать, понимаете, впереди там что. Вот такая жизнь была очень насыщенная. И вот эта война, конечно, прервала все это, но, приехав после Москвы, наш союз Виталий Дженя, конечно, все это поддерживал, выставки организовывал. Видите, в Москве на Таганке были две выставки, еще была третья выставка там. И везде, мои работы везде были, в Питере, в Краснодаре. Региональные еще выставки были. У меня фотографии есть шикарные. Вот керамика. Можете даже в руки взять, посмотреть. Это ж тоже технологию надо знать. Они пустые. Если их сделать вот из глины, слепить, они взорвутся. Это у нас Алекс Шанава, когда мы были все, делали дипломные работы в Конаково, он лепил одну штучку шухарную. Взорвутся при обжиге, Да, получается? потому делают дырочку. Всегда надо делать так, чтобы пустота была. И Алекс сделал какую-то вещь, и не знал это, а у него что-то и взорвалось. Вот. Вот расскажите, где, когда создавалась эта работа? А где... вот здесь, наверное, написано. Это Конаково, да. Вот сейчас не вижу очки, где там. Да, 81 год. Вот, это самые настоящие рабочие дни. Вот это 81-й. Я начала туда ездить рано, может быть, даже 70, после окончания 77-й, наверное, до последнего. Вот. Вот такие тоже, ой, сколько продано всего, такие тоже интересные, знаете, ручную. Берешь глину, крутишь, и там есть гипсовые болваночки, на них так раз налепиваешь, а потом это майолика. Вот это и есть майолика, знаете, вот это майолика. Вот смотрите, даже... Сколько этой работе, вот условно говоря? Ну вот как вот эти все. Да, они Это все периода. работы того периода. Вазочки, Да, такие вазочки, красивые да. очень. Вот я хочу сказать, майолика, видишь, так помазала, даже сама не ожидала, что так получилось оригинально. Да, вот эти вазочку, вот это хорошее, вот эти, одна поломалась, у меня там стоит, упала, как бы композиция из 3 предметов была. А вы много работ храните, как я понимаю? Нет, Так было задумано? Нет. Я, знаете как, очень, ну, продано, это вообще море работ продано было до войны, море. После войны что-то в картинную галерею здесь пошло. Это осталось, и я мечтаю, чтобы для картинной галереи хотя бы вот это, она во всех книгах вошла, как бы вот это. Кувшинчики тоже интересная работа, вот та тоже майолика. Вот эту композицию, ну, вот из 3 работ, Да. я помню с выставки, посвященной Отечественной войне народа Абхазии. Да, Вот да. я хочу, чтобы вы нам, телезрителям, рассказали о самой композиции. Что тут? Ну, это как бы флаги. Я сначала как бы это флаги придумала, но потом мы решили назвать призыв к победе. Ну так вот. Я даже не знаю, откуда вот бывает фантазия. Сидишь на заводе, глины полно, А у взяла. меня вот расплав- ассоциация с патронами все-таки. А мне кажется, не знаю. Вот видите, у каждого свое свое, восприятие. да. Вы как автор вкладывали одно, а зрители, возможно, Ну, видят как бы вот совершенно флаги, другое. развиваешься Да. флаги с одной стороны. Вот, накрутила все, и обжига, первый обжиг сделала. Потом второй, когда майолика сделала, и вот майолика, видите, где-то сгорела. Это даже хорошо, что не вся красная, где-то белая, красная. Вот такая композиция. Вот это тоже очень оригинальная получилась, тоже майолика, видите. Но надо хорошо знать технологии майолики, и я много экспериментов там делала. На тарелочках размазывала, обжигала, размазывала, обжигала.
И уже тогда получалось, как бы знаешь, что получится. Уже обжиг идет, выходят вагонетки, на этих вагонетках лежат вещи, и уже знаешь, как получается, и сердце прям бьется, знаете, от радости даже. Вот тут я вижу много работы ваших. А, Тарелочки. сейчас я... Поделитесь? Да, да. Вот, может быть, там красотой? большие показать вам? Давайте, можем с больших Сейчас, начать. давайте как. Я сейчас положу. Как вам удобно? Может, вот так ставить? Они тоже. Это космос. Как вам лучше? Вот так? Или Да, поставить? давайте А может, покажем. или сверху вид? Удобно будет сверху или? Я думаю, можно вот так вот Вот так. показать. Да, вот так, да. Кроме красоты, эстетики, просто Ну вот тоже вот декора, такая. в качестве видите? чего можно использовать такие предметы? Вот везде их композиции, ну, где хотите, можно сказать, знаете. А это на тему рыбы. Это уже сейчас я делала, я из Конакова привезла. Есть таких тарелок нельзя. Нет. Я к этому веду. Да, у меня другие есть, которых можно. Да. Вот такие тарелочки тоже на тему рыб. Вот получается. Сколько этим работам? Тоже из того самого периода? Или нет? Это уже, знаете, это я Это делала здесь. современное, 15-й А знаете год. почему? Я эти тарелки не глазурованные привезла сюда в Сухуми. Они долго лежали. И потом я решила их использовать. Это я уже делаю, знаете, чем? Акрилом. Если та майолика, обжиг, а это акрилом. Вот. Вот это Конаковская. Сейчас покажу. Вот. Она тоже, ну не знаю, где-то поломалась. Вот это уже майолика. Видите Да. как? Майолика и все она. С обжигом. Да, с обжигом все. И вот эту тарелочку сейчас покажу вам, которая в книгу там вошла, как логопед. Это моя, я ее называю везде, моя Абхазия. Колоннада наверху, Да. там где это. Ну, я писала вокзал, там все наши как бы мотивы. Тут, да, собранные мотивы. Мотивы. во Ну что-то так, фантазия. единое. Такая тарелка интересная тоже большая. А почему она у вас не висит? Да нет, это тяжело, тяжело. Вот мои работы. Это вот здесь. ваше пространство, где вы творите. Вот это акварели, видите, вот мои. Вот акварели как хорошо получались. Но знаете, в чем дело? Акварелью надо работать постоянно. Если ты вот бросаешь, она техника немножко пропадает. И вот я жалею, где-то начинала, бросала. И все хочу снова восстановить. Вот такие пейзажи. А потом вот последнее время вот тоже так, ну, рисовала. Вот это акварелью, это уже темпера делала. Ой, темпера, акрила. Темпера. А вот этот стол, видите, я это рисую, вот поделки. Но это поделки на продажу. Ну, честно, там, где мы стоим, да? Вот. Вот вытащи оттуда, вот я что показывала, вот там стоят. Давайте покажем. Все вытаскивай. Вот, смотри, какие, мне даже самой удивилась. Вот такие получились они, посмотрите, какие красивые. А, нет, там, это я еще не оформила, Тут еще есть красота. Да, это я не оформила, там пустые. Это одна. Вот видите, тоже вот такие, видите, какие. Это на продажу. Ну, даже смешно говорить, ну а куда больше? Зато мы общаемся там вот с ребятами, продаем. Ну, сейчас, конечно, похуже, но все же вот сейчас новую начала лимончики. А сейчас базы нет работать по керамике. Поэтому я вот как бы, если бы вот не было нашей ситуации, что в мире происходит, да, завод бы работал, я бы уже, представляете, 30 лет вот ездить, сколько было много интересных вещей можно было сделать. Но видите, как все повернулось в мире. Ну, все равно жизнь продолжается. Что-то делаем, что-то рисуем, что-то общаемся. То есть сегодня вы фактически не занимаетесь керамикой? Негде. Нету базы. Это же фаянс, майолика, печи, обжиги. Это серьезное дело очень. Поэтому я ездила на завод Конакова. Да, поэтому. Ну, что делать? Вам не грустно из-за сложившейся такой ситуации? Ну, как не грустно? Грустно всем, наверное. Ну, то есть фактически весь свой потенциал вы использовать не смогли до конца. Вы знаете, да, вот эти 30 лет еще было энергии, силы, желания.
Но сейчас я физически просто как бы это трудновато будет. Но если на месте это было, это можно было сделать. Но так как завод далеко, еще от Москвы ехать, и там, ну такой завод, там все гудит, шумит, жарится, парится. Это вообще интересно, это просто безумно интересно. В последнее время очень прям активно стала этим интересоваться молодежь, очень много мастер-классов, много там появляются площадки, где есть возможность прийти попробовать себя и так далее. Интересно. Я знаю, вот на Сухом Приборе вроде есть там, вот еще где-то что-то. И молодежь делает, мне это очень нравится, да. Немножко керамику надо продвигать, понимаете? То все живописцы, конечно. А у вас не появляется такое желание прийти, там, поделиться опытом с молодежью? Я понимаю, что инициатива должна-то исходить от них, они должны вас просить, но как бы делиться опытом это же тоже такая очень Я и поняла непростая вас, да. вещь с одной стороны, с другой стороны это такое благородное дело, Да, правда? ну, знаете, честно говоря, я с удовольствием, но вот как бы уже напряженность такая вот во мне, вот как бы надо отдаваться. Я помню, когда я лекции в институте читала, вот у меня много осталось лекций. Это какой-то потенциал, энергии, знаете, это много говорить, это все. И уже как бы, знаете, сколько лет сами, и это уже немножко тяжеловато даже чуть-чуть. Вот, поэтому вот стараюсь вот сколько по времени. Иногда вдохновения нету. Иногда, когда вдохновения нет, но садишься работать, откуда она появляется, знаете, это вдохновение. Вы сюда идите, садитесь, а я сейчас кофе вам. Ну, утро Людмилы Ивановны начинается с кофе, поэтому сейчас будем как раз пробовать на вкус кофе. Я в этой кофеварочке делаю всегда. Вот, сейчас. Ой, извините. Так, в этой кружечке вам будет сделано. Ну, мой процесс. Всегда вода здесь стоит, свежая. Я не с крана беру, а именно вот с кувшинчика. Какой кофе пьете? А не с кафе. В общем, утренний ритуал обязательно начинается с кофе. Чашку кофе, да. Она придает, знаете, вот даже жажда какая-то. Вот выпьешь, и тебе так хорошо, какое-то вдохновение, бодрость появляется. Даже любовь в жизни появляется кофе, понимаете как? А вы вообще человек, любящий жизнь, или Да, бывают моменты такие Нет. депрессивные? Нет, исключаю. Я такое нет. Чтобы депрессия была, нет. Иногда я слышу там у кого-то депрессия. Я говорю, ну какая депрессия? Кисточку в руки и работать. Ну нет, говорят же, там, какой творческий человек без периода депрессии, еще чего-то, А когда... некогда, просто некогда депрессия. Это себе, знаете, особенно вот сейчас, если я опущусь в депрессию, это для меня плохо будет. Поэтому пошла на берег. Вчера я пошла, взяла картинки, посидела, пообщалась, потом как холодно стало, ушла. Вот часто выхожу туда на берег, конечно, как погода. Летом, правда, была удушающая жара, такая жара была, ужас один. Вот. А потом я любитель моря. Я всю жизнь на море ходила, всю жизнь. Поэтому прогревала все свои косточки, можно сказать, и практически никогда не болела. Что самое важное для вас? Важно для меня отношения друзей, чтобы были преданы, У честные. вас их много? Ну, вот здесь вот единственное, что союз художников большой. Ну, так сейчас по городу тоже, вот, которые знают, многие так, да. Очень много знают меня, и на рынке знают, и в городе знают. Потому что выставки проходят, о, мы вас видели, как бы это все. Но в основном, конечно, ребята, которые до войны были, и молодежь, которая сейчас новая пришла, все так уважительно, как бы все здороваются, все так аккуратно. Поэтому я тоже веду себя честно, достойно, чтобы было, знаете, не стыдно перед людьми, перед собой даже. Я считаю, человек должен честен перед собой.
А, это все на выставке были. Вот видите, вот эти тарелочки. Вот такие. Такие. Это сейчас более современные, А как вот бы. это вот прям Да, очень красота. интересные. Мне тоже нравится. Ну, это так, вот делаю. Вот эта вся посуда была. То есть, Он- опять-таки, эта тарелка, она вот это только для декора может быть да, использована. где-то на кухне может висеть. А вот тоже интересное сделала призыв к победе. Очень круто. У Тут меня... тоже сборный Ну образы. да, здесь, в общем, всякой харакуры полно. Вот сколько вот такая работа ваша стоит? Ну, не знаю даже. Это сейчас работы почем. Я этот сервиз кофейный, ну, за 25 продала, это дешево, но я Ольге Брендер продала. Вот красочки, вода, все это здорово, садишься, это выдавливать сейчас не... Ну вот процесс такой, знаете, вот лимончики, 3 лимончика, сейчас фантазирую, как бы выдавливаешь, и, ну это очень, вот этот лимон один тот так здорово получился, а вот приходится вот, чтобы желтенький, чтобы такой объемный был, знаете, потом надо этот фон сделать. Очень интересный процесс, да, вот такой. В какое время суток вы более С работоспособны? утра. С утра? С утра. После 12, после 2 я уже как бы уже нет пороха, знаете. Потом еще домашние дела всякие, так это. Но я люблю с утра работать. Больше энергии. Встал, позавтракал, чашку кофе выпил и начинаешь работать. Вот самое интересное. Ну, вот такие. Вот сейчас закончила вот эту тоже, такую композицию небольшую. А, там груши, вот надо поправить, что-то мне не нравится пятно этой груши. Да. Ну вот сидишь, и вот не один, может, дня два надо мне помучиться. Некоторые быстро делают, а я это все скрупулезно, как бы, знаете, все это такие движения, цвет, не нравится, опять делаю. Вот пока, вот как те, пока не доведу до ума, как говорится. Вот так. Что вам дало искусство, что дает по сей день? И представляете ли вы вообще свою жизнь без этого всего? Ну, знаете как, это вот как хлеб насущный. Вот если ты всю жизнь работала в этой области и с любовью, без натуги, да, это получаешь моральное удовлетворение. И уже видите, я вот как бы, да, сколько, я все равно я что-то делаю. Я не могу, чтобы я целый день сидела где-то, я должна вот каждый, если я один день пропускаю, мне кажется, ух, как я день потеряла, знаете, все равно что-то я делаю, обязательно. Хоть 2 часа, но поработать надо. Тогда ты чувствуешь удовлетворение. Естественно, много всего было в вашей жизни за эти годы. Что делает вас счастливой и о чем вы жалеете, сожалеете периодически? Честно сказать, вот я иногда думаю, у меня, я считаю, очень интересная была жизнь, и пожалеть мне не о чем. У меня хорошая профессия, у меня хорошие друзья, работа, общение. И, честно говоря, ни о чем не жалею. Ну, так сложилось, вот, да, удачно. Я считаю, что, потому что учиться, студенты и там, ну, общение, потом мы выставки, когда собираемся, много общаемся. Вот раньше еще интереснее были выставки. Но сейчас тоже вот Виталий Дженя и Эльвира Арсали, они так наладили вот эту выставочную программу, и они постоянно в работе. А это здорово. И для нас хорошо, мы часто общаемся. И они тоже в работе как бы. И Абхазия должна знать своих героев, если так сказать, правильно? Это вы молодцы, что вы вот так как бы пропагандируете это дело, показываете нас. И нам хорошо, и зрителям хорошо. И люди, может, будут ходить больше на выставки наши. Тоже интересно.